Сохраним память о подвиге героев Великой Отечественной войны. Родился я в деревне Рязановка Стерлитамакского района. Потом наши родственники переехали на Еслево. В 1942 году, в августе месяце, я был призван в армию. Сперва я попал в город Чкалов. Из Чкалова нас, команду, отобрали в спецшколу. Эта спецшкола была город Кувандык. Окончил спецшколу. Спецшкола, готовились мы для заброски на фронт. После этого приехал генерал с Чкалова, тогда город Чкалов был. Нас 100 человек отобрали в училище. И я до 1944 года закончил военное пулеметное училище, Чкаловское пулеметное училище. Когда окончил в 1944 году, меня избрали старшим, дали мне 30 офицеров, и я повез на фронт. Фронт был у меня название Первый Белорусский. В Восточной Пруссии, около Бреста, мы 3 месяца формировались, пополняли техникой, людьми. И 13 января 1945 года было всеобщее наступление, прорыв в Восточной Пруссии. И я принимал участие, я там уже был, командира роты ранили, меня вместе его поставили. Прямо в первых рядах этих пехоты. Первый день было, мы прошли где-то километров 18, потом сделали паузу. На второй день прошли километров на 30. И вот во время этого похода уже они стали контратаковать, меня ранило. Ранило и контузило. После этого я попал в госпиталь в Каунас, потом там в Вильнюс перебросили меня. После этого сделали комиссию, и мне дали месяц отдохнуть дома. Приехал я домой, месяц отдохнул, потом в райвоенкомате мне вручили бандероль, я поехал в ваш военкомат, еще там лежал месяц. Месяц я мало был в госпитале. Месяц пролежал, там сделали комиссию у меня после этого, и меня по ранению отправили домой. 8-9 мая я женился. 45-го года? Да, 45-го года. У меня была свадьба. Ну, после этого работал начальником охраны на содовом заводе. Потом оттуда, когда уволился, устроился фотокорреспондентом. Сохраним память о подвиге героев Великой Отечественной войны.